Мы продолжаем вещать о самом актуальном сегодняшнего дня. По инициативе Всемирной организации здравоохранения начинается Всемирная неделя грудного вскармливания. То есть именно ближайшие несколько дней по всему миру будут много говорить о важности грудного вскармливания. Мы, конечно же, тоже в этой теме. У нас в гостях главный врач Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, врач-гинеколог Алиса Мамаева. Алиса Белориковна, доброе утро. Доброе утро. Грудное вскармливание, польза, вред, хотя вред, последнее точно. Мифы, наверное, уместно, скажем так, да? И наверняка есть миф, который мы сегодня развеем. Но первый вопрос о том, что положительный эффект грудного вскармливания сохраняется всю жизнь. Вот что значит положительный эффект? Про грудное вскармливание я, как главный врач Центра общественного здоровья, мы говорим об этом не случайно, потому что грудное вскармливание с первых часов и первых дней жизни, можно сказать, это вообще первый шаг ребенка к здоровому образу жизни. Когда его прививает мама с первых дней, и мы все знаем, что грудное молоко, оно полезно, в нем масса полезных веществ, специально которые сразу же адаптированы со временем к потребностям малыша. То есть первые часы в родзале это молозиво, это один состав, питательный, именно жировой, да, чтобы ребеночку и успокоить в том числе. Дальше уже идет на рост, и постоянно меняется состав, адаптируясь под потребности ребенка. И когда всегда мы знаем о том, что это такая регулярная история, это образ жизни и мамы, и ребенка, и поэтому мы всегда говорим о том, что вот именно, почему это на всю жизнь, именно закладка того иммунитета, который дается при грудном молоке, закладка такой связи между матерью и ребенком, это тоже подкрепляется во время грудного вскармливания. Поэтому мы говорим о том, что это, в общем, на всю жизнь. Я не могу не спросить, целая неделя этому посвящена. Неужели это действительно нужно объяснять? Неужели существуют какие-то с этим проблемы? Женщины действительно осознанно могут отказаться от грудного вскармливания ребенка? Могут осознанно женщины отказаться. И связано это то, что ВОЗ выделил целую неделю, поскольку все медики знают о пользе грудного вскармливания. Но, тем не менее, если взять здравоохранение 25 лет назад, то мы, когда женщина рожала, ребенка отделяли от женщины, и это было отдельно. Сейчас у нас и прикладывание груди в родзале, это началось буквально приблизительно 25 лет назад, потому что все поняли, что если мы не приложим сразу, то уже грудное вскармливание тяжелее становится. Тогда были очень много проблем, именно связанных с лактостазом и прочим. Дальше, мы все помним вот эти молочные кухни, не такие, как сейчас, а ранее. Поэтому женщины и дети, которые не привыкли, то есть мы говорим о том, что стали говорить о том, что нужно женщинам в том числе говорить о том, что это нужно. Роддома все перестроились на то, что они будут госпиталь доброжелательный к ребенку. Это было такое и есть звание ЮНИСЕФ, когда действительно доказывали о том, что мы прикладываем ребенка к груди после родов сразу, что у нас дети находятся с мамами в палате. Вот я сейчас говорю, это вроде бы как будто бы, странно как-то, это же нормально, но на самом деле ранее было иначе. Сейчас, например, даже во время кесарево сечения прикладывают ребенка к груди, и с этим все хорошо. То есть не просто для фотографии, да, оказывается? Именно все действительно продумано для того, чтобы изначально настроить и женщину, и ребенка для того, чтобы провести это грудное вскармливание в течение нескольких лет даже. Польза же есть не только для ребенка, для мамы тоже польза в грудном вскармливании. Для мамы, конечно, да. В том числе, во-первых, это удобно. Потому что это всегда доступный, скажем так, под рукой метод для того, чтобы накормить ребенка, для того, чтобы его успокоить. Но и тем не менее, для самой мамы, когда она кормит грудью, выделяются эндорфины, которые помогают ей, в том числе, успокоиться, предотвращают, профилактируют послеродовую депрессию. Это тоже есть. Несмотря на то, что грудное вскармливание это достаточно тяжело и трудоемко для мамы, но тем не менее это ее тоже успокаивает. Когда
когда женщина кормит грудью, идет стимуляция и выделяется гормон окситоцин, который способствует сокращению матки и приведению ее в дородовый, скажем так, в дородовые размеры. Это тоже важно. И это как и профилактика кровотечения в раннем послеродовом периоде и в дальнейшем для восстановления женщины. Также скажем, что у 22% женщин, которые кормили грудью, реже развивается рак молочной железы. То есть мы можем сказать, что да, это участвует в профилактике. Об этом тоже говорится и Всемирная организация здравоохранения, и врачи. Но, конечно, в профилактике рака мы не можем сказать, что только грудное вскармливание, потому что мы всегда говорим о том, что есть у нас диспансеризация, раннее выявление, когда после 40 лет каждые 2 года проходим маммографию, осматриваем молочную железу. Ну и самообследование молочных желез – это тоже профилактика рака молочной железы, но грудное вскармливание также способствует тому, что, вот вы говорили, у 22% женщин меньше риск развития. Сколько лет нужно кормить грудью? Нет, сколько времени, наверное, так лучше спрошу. Ну, наверное, и лет, и времени. Чтобы, да, Тогда чтобы не оба... навредить ни себе, ни ребенку. Не окружающим. Точно. Окружающим тоже, кстати, да. Такое, потому что грудное вскармливание, к нему много всего таких именно притянуто взглядов. И, скажем так, Всемирная организация здравоохранения рекомендует кормить ребенка до 2 лет. Среднестатистически женщина кормит, наверное, больше до года. Где-то, когда ребенок уже в год может самостоятельно принимать пищу, уже все прикормы введены, и он уже может спокойно, и мама, конечно, тоже, да. Но в дальнейшем можно и больше 2 лет кормить. Есть такие случаи, здесь уже индивидуально решает сама женщина. В этом уже после 2 лет это уже больше решение самой женщины, поскольку ребенок уже кушает абсолютно все, он самостоятельно, у него есть зубы, он может переваривать пищу, да, и если кому-то удобно, то это тоже не возбраняется кормить. Когда ребенку, когда ребенку больше 2 лет, но мама продолжает кормить его грудью, это все-таки про то, что мама не может сепарироваться от ребенка, вот это вот Или это больше про заботу отлучиться. какую-то, может быть? О чем это? Гиперопека, что это? Здесь можно рассматривать разные ситуации, все зависит от того, что конкретная ситуация какая-то. Да, иногда это абсолютно нормально, иногда это, да, может быть связано с какой-то привязанностью, может быть иногда с патологической, может быть это необходимо эмоционально по, скажем так, по состоянию здоровья ребенка. То есть есть какие-то моменты такие, поэтому в каждый случай нужно разбирать действительно С индивидуально. физиологической точки зрения это окей. После 2 лет грудное вскармливание это нормально. Ну, то есть если женщина будет регулярно кормить ребенка, то молоко не закончится. Потому что, то есть мы говорим о том, что даже когда мы приостановили лактацию на паузу, бывают такие моменты, там лекарства какие-то принимали, еще что-то, его тоже обратно можно восстановить. Мы не говорим о том, что, да, что там женщина ходила, и потом раз решила покормить грудью и все получилось. Нет, это, конечно же, она должна перед этим сначала быть беременной, потом родить, да, начать кормить грудью и, ну, то есть об этом, обо всем и вообще помочь восстановить лактацию нам помогают, есть такие специалисты, как по грудному вскармливанию. Это, кстати, тоже удивительно, что А в чем их задача? есть Вообще люди, такие оказывается. специалисты, мы можем сказать, они появились тоже не так давно, где-то около 10 лет. Я вот говорю не так давно, но 10 лет, да. К ним можно, есть прям целая организация, там Лалечи Лига у нас в Уфе очень такая популярная, когда женщина действительно, она приходит в роддом, она занята, мне бы родить. После родов мы всегда стараемся выписывать как можно быстрее домой, чтобы она вернулась домой, и там как раз-таки она может столкнуться с какими-то трудностями, которые мы в роддоме объясняет, как кормить акушер-гинеколог, объясняет, что делать неонатолог, но всегда можно приобрести вот этот консультант по грудному вскармливанию. Это человек, не обязательно это может быть врач или медработник, который все точно знает, у них есть специальное обучение, это не медицинский университет, но тем не менее, да, они не медики, но они все знают о том, как нужно кормить. Все немыслимые позы для кормления, которые могут быть удобны конкретной женщине. Режим кормления. Как психологически настроить маму на кормление. Как помочь маме обустроить
быт, хозяйство, настроить семью для того, чтобы ей дали условия для того, чтобы она кормила. Потому что это не просто так, да, вот пошел, покормил и дальше там что-то занимаешься своими делами. Это все-таки участие всей семьи. Потому что дать маме отдохнуть. Потому что если мама не отдохнула, как она ночью будет кормить? Без ночных кормлений мы не установим такое хорошее, скажем так, грудное вскармливание, добротное, скажем так, да, и состав молока, конечно, тоже зависит от режима мамы в том числе. Поэтому консультант по грудному вскармливанию, он знает все Кажется, консультанта абсолютно. по грудному вскармливанию нужно домой приводить всех членов семьи, высаживать и рассказывать. Так и происходит. Они приезжают да. домой. Это может быть по Это консультации. коммерческая услуга? Наверное, по-разному. Вот здесь не могу сказать, потому что есть, и можно по телефону обратиться, они могут приехать и показать, что нужно делать и как делать. Потому что мифов около грудного вскармливания множество. Ну, вот, например, самый популярный. Самый популярный грудное вскармливание изменяет форму груди. Ну, вообще нет. Да, потому что есть правила, которым обучают в роддоме, как нужно прикладывать ребенка, чтобы было ребенку удобно, чтобы было маме удобно. И все-таки у нас форма груди, она больше заложена генетически и в дальнейшем, как мы за грудью ухаживаем. То есть только кормлением ребенка мы форму груди точно не изменим. Не могу не спросить, мы столько говорим о пользе грудного вскармливания. Всегда ли грудное молоко полезно? Ну, например, мама заболела, к примеру. Грудное, вообще всегда мы говорим, что оно всегда полезно. Но есть заболевания мамы, при которых грудное вскармливание либо противопоказано, либо нужно его, как я уже говорила, поставить на паузу. То есть когда-то мы исключаем полностью грудное вскармливание по состоянию мамы. Это ее хронические заболевания, неизлечимые, когда она принимает постоянно препараты. Второй момент, вот она заболела ОРВИ. Здесь мы и грудное вскармливание не исключаем, мы продолжаем, потому что антитела, которые у мамы борются с этими вирусами, они передаются ребенку, и ему проще справляться с этой инфекцией. Очень обширная тема, и очень хорошо, что целая неделя, да, для того, чтобы говорить о грудном вскармливании. Говорить можно много, да. Да, спасибо вам большое. Сегодня просто зашкаливает полезность нашего эфира, правда? Это точно. Впрочем, как всегда, это программа «Салям», это телеканал БСТ, Дамир Лукманов, Лиль Курамшина. Мы готовы, и мы это сделали. Мы поделились с вами классным настроением, полезной информацией, делятся наши гости. Спасибо вам. Спасибо вам. Оставайтесь вместе с нами, у нас есть всегда и полезная информация, и наши широкие улыбки для того, чтобы вы начали этот день, ну вот так вот, положительно, позитивно.